Привет, я Даша, и мой неуемный восторг и эта прекрасная коробочка в моих руках говорят о том, что пришло время распаковать мой буктюб-сюрприз. Мне пришел бонусный буктюб-сюрприз, и когда Маша же написала мне о том, что я могу идти на почту и получать свою посылку, я не пошла на почту, я побежала на почту, потому что я очень ждала времени, когда можно будет отправлять посылки, когда можно будет получать их, когда можно испытывать этот водопад прекрасных эмоций. Наконец-то время пришло. Посылочка в моих руках, и я получила ее, прочитала отправителя, и сердце мое забилось радостным трепетом, потому что это Алена Тайвадеровс. Я узнала ее имя, я узнала ее адрес, потому что я отправляла в прошлом буктюб-сюрпризе ей подарочек. Так что это очень долгожданно, это очень прекрасно, во мне сейчас столько всего. Все, пора открывать коробочку, пора вытаскивать, пора испытывать радость и, конечно, благодарить. Я приоткрыла коробочку за кадром, хорошо, что это сделала, потому что я очень долго не могла понять, как же это сделать правильно, где же крышечка, но все получилось, так что можно начинать. И вот я открываю, и вы видите, что там внутри, я ничего не вижу, надеюсь, что вы видите, потому что очень странно, я держу эту коробку, ну да ладно, ставим на коленки, не смотрим, и я когда щупала какой-то сверток, это что-то бумажное. Набор для согревания зимой. Очень милый сверточек с очень милым рисуночком, чашечкой. О боже мой, очень немилый скотч. Я боюсь запечатанных скотчем коробочек, потому что с ними всегда такие проблемы. Столько шорохов бумаги, но этот скотч мне поддается, поэтому я его люблю. Боже мой, что же там? Там что-то очень бумажное. Это же какао! Я обожаю это какао! Я обожаю его пить, а еще я обожаю печь из него различные пироги, кексы и маффины. Потому что, мне кажется, этот какао-порошок... Какао-порошок «Золотой ярлык» это просто потрясающая штука для выпечки. А что может быть лучше, чем выпечка зимним вечером? Но в этом сверточке есть что-то еще. Что-то еще согревающее. О, боже! Это маршмеллоу с миньонами! Ой, как здорово, как здорово! Алена, когда приезжала последний раз в Москву, она подарила мне такие маршмеллоу. И я была в такой радости, потому что я таких не видела. Я очень люблю миньонов, я очень люблю какаушку с маршмеллоу. И теперь у меня есть еще, потому что, само собой, все уже давно съеденные, выпитые в какао. Боже мой, это потрясающий набор для согревания зимой. Алена, гигантское тебе спасибо. Я уже в большом-большом восторге. Отложим все это куда-нибудь. Вот сюда. Я вернулась в кадр. И продолжим. Это что-то бумажное. Что-то на ощупь, как мармеладки. Да! Боже мой, это мармеладки чудо-ягода. Мармелад, яркий вкус, малина, брусника, черная смородина, потрясающе. Я без ума от мармеладок, я готова есть их бесконечно. Это моя гигантская слабость. И, Алена, спасибо, это лучшее, что можно мне подарить. А это, кажется, открыточка. Да, это так и есть, это очень милая открыточка, на которой две божьи коровки, символ дружбы и любви. Прямо как мы с Аленой, вот эти две божьи коровки. Ой, здесь очень милые вещи написаны. Боже мой, это потрясающе, это очень трогательно, и я не буду, само собой, это зачитывать. Я поставлю эту открытку на полочку, вот прямо сейчас возьму и поставлю, потому что она такая симпатичная, и кажется, у меня дрожат руки. Все, это какой-то клинический случай восторга, потому что у меня действительно дрожат руки. Надо продолжать. Что это такое? Это что-то картонное и шоколадное. О, боже мой, Алена, ты меня закормила сладким. Я сейчас постоянно хочу сладкое. У меня просто гигантская какая-то потребность в чем-то таком вкусненьком, сладеньком под чай. Так что это потрясающая шоколадка Каркунов. И, пожалуй, я, когда выключу камеру и закончу с видео, вот, наверное, вот к этому я приступлю в первую очередь. Что-то тут еще. Может быть, это тоже сладкое, а может быть, не сладкое. Нет, наверное, это не сладкое. Видимо, я уже выдаю желаемое за действительное. Здесь не книжка, написано здесь. Значит, мне кажется, что это что-то канцелярское, судя по всему. И, боже мой, я сейчас так отвратительно это порву. Потому что вот этот скотч, он мой нелюбимый, в отличие от предыдущего скотча, потому что что-то у меня с ним не задалось.
абсолютно. Боже мой, я рву эту красивую бумагу, и сердце мое кровью вливается, но у меня не получается по-другому. Что-то очень красивое проступает. Мне кажется, это какой-то блокнотик. Или ежедневник, или записная книжка. Неловкие пальцы. О, боже, как это мило! Это ужасно мило. Это действительно блокнотик с такими вот линеечками и очень милой закладочкой. Я люблю блокнотики маленькие в линеечку. Люблю в них записывать всякие странные вещи. Я никогда не заполняю такие блокнотики полностью, потому что странных вещей всегда слишком много для одного блокнотика. Я пытаюсь их разбросать по нескольким одновременно. Это очень милые рисовушки, Алена, гигантское тебе спасибо. Очень-очень трогательная вещь. И я буду смотреть на них и не думать о нас. Например, вот это я, это ты, или наоборот. Это же совы, да? Да, я думаю, это совы. Очень-очень мило. Что же у нас там дальше? А дальше сверточек, который я не убрала. А вот это, мне кажется, уже что-то книжное. Трижды книжное, боже мой. Очень-очень красиво. Здесь пайетки и блестки. Обожаю пайетки и блестки. И не обожаю это все снимать и распаковывать. Какие-то у меня гигантские сегодня проблемы со всем, что связано с деланием чего-то руками. Первое. Это книга мягкой обложки, я чувствую. Ставлю на азбуку классики. Мне кажется, это вот формат азбуки классики. И, честно говоря, я уже вообще не помню, что же было в моей подборке книг для сюрприза. Так что сюрприз, это все-таки всегда для меня будет сюрприз. Потому что память моя девичья, да, это что-то азбуки классики, судя по корешку. И это, о боже, это Цвейг, нетерпение сердца. Это какой-то просто вот результат спиритического сеанса. Это какая-то магия проведения, потому что недавно я писала где-то в комментариях о том, что хочу продолжить читать Цвейга, хочу продолжить знакомиться с его творчеством. И мысленно, когда я писала, то думаю, что, боже мой, а книги-то не куплены, что же делать, надо будет купить, ведь я хочу. И вот теперь у меня есть прекрасный Цвейг. Нетерпение сердца. Ничего не знаю об этом романе, честно говоря. Я не помню, почему я решила, что хочу читать именно его. Но это Цвейг. Кристина Хофлинер Цвейга вызвала во мне какую-то бурю прекрасных эмоций, так что я уверена, что эта книга мне очень понравится. Аккуратно положу ее на какаушку. Следующая книга. Это тоже что-то в мягкой обложке, и я тоже без понятия, что же это может быть. А этот скотч поддался хорошо, обожаю его. Я знаю, что это, я уже узнаю вот этот вот кусочек обложки. Это Довлатов. Соло на Ундервуде, соло на IBM. Я не читала Довлатова, я очень давно хотела прочитать Довлатова, и когда я делала подборку, я помню, что вот эту книгу добавляла с гигантским желанием, чтобы кто-то мне ее отправил, чтобы это был такой магический пинок взяться за творчество этого автора, этого замечательного писателя, который почему-то не был почтен моим вниманием, моим величайшим вниманием, конечно же, до этого. Спасибо, Алена, потому что это потрясающе, это очень долгожданный подарок, и гигантское тебе спасибо. И, наконец, третья книга, и пайеточки-блесточки. Я не знаю, что это, потому что в основном все, что было в моей подборке, насколько я помню, твердая обложка, а эта книга, боже мой, твердая обложка, она чуть не развалилась. Это мой внутренний Элвис, Яна Шерер. Словами не передать, как я рада и как странно мне держать в руках эту книгу, потому что мне кажется, что я хотела ее всю свою сознательную жизнь. Постоянно, когда я делала заказы на Озоне, или когда я заезжала в самокат, чтобы купить там книги, я бродила среди стеллажей, смотрела на эту книгу, в магазинах смотрела на нее и не покупала. Много-много лет, вот на самом деле какой-то гигантский срок. Я не понимаю, что вообще не так было с этой книгой, со мной. Но теперь она есть у меня, и это потрясающие эмоции, как будто специально все эти годы я обходила ее стороной для того, чтобы прекрасная Алена прислала мне эту прекрасную книгу. Гигантское тебе спасибо за это. И тут в коробочке осталось что-то бутылкообразное. Это Соня Ванны тонизирующая апельсины корица.
я не могу не понюхать, потому что это апельсин и корица. Я обожаю это сочетание запахов. Это действительно очень тонизирующий запах. Мне так нравится. Я даже открою вот так, чтобы понюхать еще сильнее. Боже мой, потрясающе! Вот сегодня же хочу искупаться с этой солью, потому что мне уже не терпится, чтобы ванна была окутана этим великолепным ароматом. Мне очень жалко, что камера никак не передаст этот запах, потому что аромат просто божественный, как будто феи делали эту соль для ванны. Гигантское спасибо тебе, Алена. Я обожаю такие штучки, я обожаю такие запахи. Это прямо прямое попадание. И вот, пожалуй, все. Да, я смотрю, что я все достала. Боже мой, буду благодарить тебя с этой солью в руке, так как будто получила Оскар. Так что, Алена, гигантское тебе спасибо за такой прекрасный подарок. Потому что, честно говоря, у меня сегодня было отвратительное настроение. Просто омерзительное настроение. И я побежала на почту, спотыкаясь, поскальзываясь, лужа машины, слякоть, дождь. Думала, фу, боже, быстрее бы домой. Но когда я пришла домой, когда я ощутила, что в моих руках эта посылка, когда я прочитала на ней твое имя, тут же как будто надо мной появилось такое персональное солнышко, потому что я знала, что твой подарок будет замечательным, полон заботы о том, что ты кладешь, для кого ты кладешь это, полным внимания, полным любви и дружбы, потому что я считаю, что между нами любовь и дружба. И гигантское тебе спасибо. Я действительно сейчас очень-очень-очень счастлива. И насколько я уже сейчас знаю, снимаю это видео, то моя посылка тоже до тебя пришла. И надеюсь, что она тебе понравится. Случаем говорю об этом, да. Большое-большое-большое тебе спасибо. И, Маша же, хоть ты и говоришь, что все эти похвалы, они преувеличивают то, что ты вкладываешь в BookTube сюрприз, я считаю, что это не так. И гигантское тебе спасибо, потому что скоординировать все это все-таки очень-очень сложно, что бы ты там об этом не думала. Я сейчас очень рада. И я уже чувствую, что это какое-то безумие, какой-то гигантский сумбур и поток непонятных странных эмоций. Я надеюсь, что вам тоже хоть немножко было интересно на это смотреть, хоть немножко радостно. И, пожалуйста, улыбайтесь. Несмотря на плохое настроение, несмотря на вот эту слякоть за окном, обязательно улыбайтесь. И хорошего вам дня. Пока!